Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Тухватшина представляет вашему вниманию виртуальную экскурсию по творчеству Сергея Тимофеевича Аксакова «И слог, и кисть, и звуков чуда». Никто из русских писателей не умеет описывать природу такими сильными, свежими красками, как Аксаков. Николай Васильевич Гоголь. Имя Сергея Аксакова широко известно отечественной культуре и литературе. Он был великим певцом природы, одним из лучших мемуаристов и театральных критиков, большим знатоком и ценителем сокровищ родного языка, а также писателем, который впервые так глубоко и серьезно заговорил о значимости детства в жизни человека. Сергей Тимофеевич Аксаков родился 20 сентября, 1 октября 1791 года в городе Уфе, в старинной, небогатой дворянской семье. В Уфе Сергей Аксаков провел всего 8 лет раннего детства, но родной город и природа Башкортостана оставили в его душе глубокий след на всю последующую жизнь. Весна, весна, ты прелесть года, но не в столичной тесноте. Весна на Деме, где природа в первообразной чистоте. Гордится девственной красою, где темные шумят леса, где воды кажут небеса, где блещет черной полосою под плугом точная земля, цветут роскошные поля. Главное место в художественном наследии Аксакова занимает семейная хроника и как бы продолжающие ее детские годы Багрова внука и воспоминания, раскрывающие историю 3 поколений семьи Багровых и Аксаковых. Писатель задумал книгу, которой еще тогда не было ни в русской, ни в мировой литературе. Задача состояла в том, чтобы создать историю ребенка, и чтобы это была книга для детей и взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей. Книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Эти произведения переиздавались многократно и в фонде библиотеки представлены в нескольких изданиях. Аксаков. Собрание сочинений в 3 томах, том 1, Москва, 1986 год. Аксаков. Детские годы Багрова внука. Москва, 1949 год. 1977 год, 1983 год, 1986 годы. Особое внимание обращаем на издание в крупношрифтовом формате для слабовидящих. Москва, Логос ВОЗ, 2014 год. Глубокий интерес к живой действительности, простота и естественность лежат в основе не только прославленной автобиографической трилогии Аксакова, но видны и в охотничьей трилогии, которая издана в Уфе издательством «Китаб» в 2015 году. В эту книгу вошли такие произведения, как «Записки ружейного охотника» Оренбургской губернии, «Записки об ужении рыбы» и рассказы и воспоминания охотника о разных охотах. Эти книги проникнуты удивительным аксаковским чувством природы, придают читателю, по словам Тургенева, твердость воли и чистоту помышления, обогащают не только охотничью литературу, но и общую нашу словесность. Эта трилогия вошла в 5-й последний том собрания сочинений в 5 томах Аксакова и представлена у нас в озвученном формате на флеш-карте MP3 диске. Для незрячих пользователей будут интересны 2 издания книги «Рассказы о родной природе» 1974 года издания в 3 брайльских книгах и 2018 года издание в одной брайльской книге. В первом издании рассказы поделены по темам «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Вода», «Болото», «Степь», «Охота», «Уженье». Во второе издание вошли наиболее популярные рассказы о природе
Сказка Аксакова «Аленький цветочек» по праву входит в Золотой фонд русских сказок. Ею зачитывается не одно поколение детей. По ней снимают фильмы и мультфильмы. Ее привыкли воспринимать как народную, и далеко не все поклонники истории любви красавицы и чудовища знают историю написания этой сказки. Как-то к маленькому мальчику Сереже Аксакову пришла перед сном деревенская Шахерезада, ключница Пелагея. Помолилась Богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз по своей привычке, всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас грешных!» Села у печки, подгорюнилась одной рукою и начала говорить немного нараспев. В некием царстве, в некием государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Книжка «Аленький цветочек» вышла с посвящением внучке моей Ольге Григорьевне Аксаковой, хоть она и опубликована как приложение к повести «Детские годы Багрова внука», вполне является самостоятельным произведением. Сказка ключницы Пелагеи значится в подзаголовке, и без всякого сомнения «Аленький цветочек» – одна из самых добрых и мудрых сказок. Она также имеется в фондах библиотеки в брайлевском формате и в формате мультипликационного фильма с тифлокомментариями. Про книги Сергея Аксакова Чернышевский говорил, что в них правда чувствуется на каждой странице. Самобытный язык произведений, полный самоцветов народного словаря и способность изображать природу и человека в одном неразрывном единстве – вот достоинства, благодаря которым его произведения и сейчас читают все, от дошкольников до ученых. Спасибо за внимание.